Ну, судя по входу. То есть по входу как? За 3 минуты или после гимна? Как вот А обычно? сам смотришь. Обычно так где-то после гимна Ну, где-то, после гимна. да, тогда уже пауза.
картошечку на будет. Ну, концейский будет, хорошо? Или потом, когда как будем забрать? Ну, я просто еще потом обзор буду скидывать, закончу. Ну, надо вещам помню, как у тебя вопрос. Прямо здесь, здесь, да? Петрова со мной есть. Уважаемые зрители, просим вас встать на время звучания государственного гимна Республики Беларусь. Огромный привет всем любителям женского футбола. 20 мая 2021 года на календаре. И мы находимся в Минске на стадионе РЦОР БГУ по улице Семашко, 13, где сегодня состоится заключительный поединок 9-го тура женского первенства. Поединок между Зоркой БДУ и командой Бобруйчанка. Комментировать этот матч для вас буду я, Сергей Фоминский. Ну что ж, будем надеяться, друзья, что этот поединок будет интересный. Команды аккурат занимают середину турнирной таблицы, деля между собой 5-ю и 6-ю строчку. Ну и это, собственно, и говорит о том, что поединок должен быть достаточно такой упорный, в отличие от предыдущего поединка, который совсем недавно завершился. В Бресте минские
Динамовцы просто камня на камне не оставили от брестских одноклубниц 0-16. Ну и вот мы видим, что минская «Динамо» действительно просто мчится так к чемпионскому титулу. В предыдущем туре победа была добыта со счетом 17-0, в этом туре 16-0. Ну и вот 33 безответных мяча за 2 тура. Это, конечно, просто шикарнейший результат. Ну и это, конечно, говорит о таком серьезном, колоссальном пропасти в уровне. Но, тем не менее, посмотрим, что будет дальше. Чемпионат продолжается, и вот именно этот поединок станет заключительным в первом круге. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, представлю стартовые составы играющих сегодня команд. Начнем с хозяев. Футбольный клуб «Зорко БДУ». В воротах первый номер Виктория Крылова, полевые футболистки 4-я Дарья Иванчик, 5-я Кристина Киянка, 6-я капитан команды Лиана Мирошниченко, 16-я Лилия Жиголка, 19-я Полина Гирщиц, 22-я Диана Тропникова, 23-я Диана Бакум, 75-я Елизавета Болотянова, 88-я Мирослава Зубко и 97-й номер Яна Бенкевич. Главный тренер команды «Зорко БДУ» Сергей Русецкий. Футбольный клуб «Бобруйчанка», в воротах 12-й номер Татьяна Маховская, полевые футболистки 3-я Екатерина Гончарова, 11-я Екатерина Луцкевич, 13-я Наталья Ласточкина, 14-я Зоя Горбунова, 16-я Прэшес Амуабор, 19-я Виктория Шляхтина, 21-й номер Татьяна Гавриленя, 23-я Ольга Гавриленя, 35-я Ели Гифт Отуве и 77-я капитан команды Екатерина Кучинская. Главный тренер команды «Бобруйчанка» Николай Касаткин. Ну и судейская бригада. Пока на поле у нас ничего интересного нет. Вот такой заброс в исполнении Екатерины Кучинской, но это легкая добыча Виктории Крыловой. Судейская бригада представлена в следующем составе. Главный судья Павел Руденков, первый помощник судьи Николай Прохоренко, второй помощник судьи Андрей Садловский и четвертый судья Владимир Градскевич. Инспектор матча Валерий Язевич. Ну что ж, все действующие лица представлены. Ну и все внимание на газон стадиона РЦОР БГУ. Такая интересная сегодня погода. Шел достаточно такой сильный дождь, значит, в первой половине дня. Но вот мы видим, что к этому поединку к 18:00 погода немножко стабилизировалась. И это не может не радовать, потому что все-таки, когда погодные условия лучше, ну, сухая погода, то, конечно, и девчатам играть куда приятнее. Ну и можно проявить свои лучшие технические навыки. Свисток Павла Руденкова. Ну и футболистки «Зорки БДУ» будут выполнять этот стандарт. Выполнит его 4-й номер. Конечно, это Дарья Иванчик. Передача назад. Ну так вот по левому флангу пытались футболистки «Зорки» начать свою атаку, но, однако, это не получилось. Ну вот и слышны наставления капитана приезжей дружины Екатерина Кучинская. Подсказывает она партнершам, как нужно действовать. Действительно, Екатерина очень опытная футболистка. Я думаю, о всех ее заслугах в карьере поговорим еще по ходу сегодняшней трансляции. Но пока все внимание именно на поле. Посмотрим, и со старта мы видим, что команды пытаются себя обозначить и взять инициативу в свои ноги. Но вот, может быть, сейчас что-то получится. Вот таким вот образом решили назад все-таки сыграть футболистки «Зорки». Достаточно неудачный старт в этом сезоне в исполнении студенток. Ну, конечно, можно понять, все-таки много неприятностей навалилось на плечи, собственно, как мужской команды РЦОР БГУ, так и женской «Зорки БДУ». Ну и, конечно, очень сильно сказался уход из жизни Владимира Пигулевского. Не мог этот факт не отразиться и на игре команды, и на настроении. Ну и вот даже прошлый год команда закончила, кстати, на 4-й строчке в турнирной таблице. И это впервые с истории создания этой команды 2005 года команда осталась без медалей. Заброс в штрафную площадь, но достаточно легко Татьяна Маховская взяла мяч в свои руки и пыталась начать атаку своей команды, но сделать у нее это не получилось. Кстати, отмечаем этот момент, что в составе «Бобруйчанки» место в рамке заняла именно Татьяна Маховская, выступающая сегодня под 12-м номером. Заменила она молодую Ксению Фалей, которая сегодня в запасе.
Ну и также отмечаем, что в составе Зорки БДУ отсутствует Виктория Герус. Она травмирована. Заброс. Диана Баком. Ну, такой вот хитрый перевод в штрафную площадь, но здесь очень большая плотность защитниц бобруйчанки, ну и не позволяют они развернуться футболисткам в розовых футболках. Хотя вот мы видим, что атака Зорки продолжается. Нужно действовать аккуратно, и попытка все-таки удара в конечном итоге. Но до ворот, собственно, не получилось добить, и мяч снова в руках Татьяны Маховской. Мы отмечаем, кстати, в составе бобруйчанки со старта вышла Наталья Ласточкина под 13 номером, 39-летняя футболистка. Напомню, что в прошлом сезоне были слухи, да, собственно, и сама Наталья заявляла, что завершит футбольную карьеру по окончании сезона. Но вот мы видим, что по-прежнему она в строю и помогает самой титулованной команде, женской самой титулованной команде Беларуси, добиваться новых вершин. Но вот пока, к сожалению, у бобруйчанки абсолютно это никак не получается. Ну, собственно, как и у Зорки. Вот мы видим, что наград на двоих очень и очень много у этих женских коллективов, но пока 5-6 место, соответственно, занимают Зорка и бобруйчанка. Так что косвенно эту игру даже можно назвать, наверное, игрой за 6 очков. Но через центр решила давать передачу Диана Баком. Молодая, техничная полузащитница. Ну, темп достаточно такой невысокий пока. Команды присматриваются друг к другу. Ну и, думаю, этот момент еще можно также понять, потому что совсем уж скоро, в понедельник, 24 мая, эти коллективы снова встретятся друг с другом, только уже в рамках четвертьфинала Кубка страны. И этот поединок пройдет на стадионе имени Прокопенко в Бобруйске уже. Так что совсем уж скоро коллектив Сергея Русецкого и Николая Касаткина снова сойдутся между собой. Вот мы видим, что последние минуты больше владеет территориальным таким преимуществом, да и мячом, собственно, Зорка. Хотя вот с самого начала таким блицкригом пытались футболистки бобруйчанки организовать атаки. Очень активно была и капитан Екатерина Кучинская, но мы видим, что Зорка взяла мяч под контроль. Ну, сейчас уже это очевидно. Ну, правда, женский футбол достаточно непредсказуем, и здесь любой такой момент, контратака может получиться, и счет совсем будет в другую сторону, как говорится. Навес в штрафную площадь. Ну, можно попробовать развернуться. 19 номер, Полина Гирчиц. На правом фланге навес. Ну и здесь здорово действует Екатерина Гончарова. Выносит мяч из собственной штрафной. Но, правда, быстрой контратаки вряд ли получится организовать по бобруйчанке. Так оно и происходит. Ну и снова Зорка уже вот по левому флангу. Снова активная Диана Бакум, навес, и Татьяна Маховская с мячом. Именно эта опытная голкипер будет начинать атаку своей команды, которая гонит, кстати, своих партнерш по команде, нападающих, вперед. Место в рамке у Зорки БДУ по-прежнему занимает Виктория Крылова. Ну, конечно, да, достаточно такой интересный случай. Уже не раз и мои коллеги отмечали с отъездом Камилы Буткевич в Польшу. Именно вот эта 43-летняя футболистка, которая совсем недавно, 10 мая, исполнилась 43 года, занимает место в рамке у Зорки. Много, конечно, повидала Виктория Крылова, выступала и за сборную. Ну и вот сейчас помогает своим партнершам именно на последнем рубеже в игре своей команды. Что здесь у нас? Вот здесь неплохо развернулась Амуабор Прэшес, молодая гирийка. Ну и вот развивает свою атаку своей команды. Но, правда, здесь уже, наверное, опрометчивое решение приняла Екатерина Кучинская. Возможно, стоило как-то развернуться и больше присмотреться к свободным зонам. Возможно, партнерши по команде бы более что-то серьезное получилось бы создать. Ну, совсем пока без моментов проходит это поединок. Передача назад. Снова Виктория Крылова.
Ну вот видно, что команда Сергея Русецкого достаточно интересно, так хорошо подготовлена именно в игре по флангам. Меняет при атаках команда и левые, и правые фланги, комбинирует. Бывали попытки пройти через центр, но, правда, по флангам лучше получается пока у хозяек этого стадиона. Что касается изменений по отношению вот к предыдущему туру, 8-му, то в старте у «Зорки» появилась Диана Тропникова. Также опытная футболистка, которая в свое время работала в штабе Минского «Динамо» с Сергеем Гуренко. Ну, а у бобруйчанки значительно больше изменений, но об этом чуть попозже. А у нас первые предупреждения, и устраивает его Екатерина Гончарова, футболистка бобруйчанки. Ну и прихрамывает капитан «Зорки» Лиана Мирошниченко. Ну и достаточно опасный стандарт будет выполнен в исполнении как раз таки минской дружины. Ну и как раз Лиана Мирошниченко и будет выполнять этот штрафной удар. Вероятнее всего будет заброс в штрафную площадь бобруйчанки. Так оно и есть. Ну и кто первый на втором этаже? Ну а первые футболистки в желтых футболках. Ну и мяч уходит за боковую, и аут будут бросать по-прежнему футболистки «Зорки». Такая затяжная атака. Но, правда, в забитые мячи пока такая игра с натиском «Зорки» не приносит своих дивидендов. Ну и по-прежнему как-то пытаются минчанки раскачать оборонительные редуты команды Николая Касаткина, но сделать этого не получается. Ну и, возможно, как-то стоит искать свободные зоны для, по крайней мере, удара, ну и как-то уже таким вот образом тревожить ворот Татьяны Маховской. Вперед налево. Ну и здесь снова Диана Бакум. Очень она активна. Лилия Жиголка с мячом. Кристина Киянка. Ну и вот на этот раз через центр попытка выйти, но здесь быстрая Малбор Прэшес включается в борьбу и все-таки отвоевывает мяч. Гифт. Совсем мы не видим эту опытнейшую футболистку, выступающую в свое время за сборную Нигерии, сборную своей страны. Очень интересно, конечно, легионер. Наверное, одна из самых лучших в женском футболе за все время его существования в нашем чемпионате. Ну и вот так осела она в чемпионате Беларуси, выступала за футбольный клуб «Минск». От Увы Гифтьеля. Ну и, кстати, многим своим землячкам также вот подсказывал, чтобы приезжали они в наше внутреннее первенство, чемпионат Беларуси. Об этом как-то не раз писали и в СМИ. Вот, поэтому... Ну, кстати, сравнивал чемпионат Беларуси с другими первенствами, в частности, скандинавскими. Ну и достаточно высоко в свое время оценивала уровень нашего первенства. Ну, собственно, результаты многих команд, в частности, бобруйчанки в свое время в Еврокубках и футбольного клуба «Минск» последние годы. Но этому доказательство. Действительно, девчата выходят, неплохо выступают и в Лиге чемпионов, поэтому этому все основания имеются. Ну, а самым, наверное, удивительным таким событием, что ли, неординарным для Атувы Гифтьели было, конечно, снег. Когда она приехала в наше внутреннее первенство, отмечала этот момент. Ну и тот еще факт, что очень мало белорусов знают английский язык. Ну и снова забросы, вот снова такой вынос в исполнении как раз-таки Атувы Гифтьели. Ну и что здесь? А здесь будет аут. Ну и вот наконец-то футболистки-бобруйчанки его будут сбрасывать. Но вот эта стеночка не удалась, и уже футболистки «Зорки» также исполняют этот стандарт. Неплохо разыграно. Но вот продолжение, здесь борьба идет.
По-моему, это Яна Бенкевич сражалась с соперницей, но в конечном итоге мяч покинул пределы поля, и Татьяна Маховская будет вводить мяч в игру. Абсолютно никуда не торопится голкипер бобруйчанки. Ну и мы видим, скорее всего, даже Екатерина Кучинская будет вводить мяч в игру. Капитан бобруйчанки. Между тем, 12-кратный чемпион Беларуси. Бобруйчанка самый-самый титулованный клуб нашей страны. Но последний титул был крайне давно завоеван, в 2012 году. Ну а потом на горизонте появились новые лидеры. Это футбольный клуб Минск. Ну и, конечно, сейчас Минская Динамо, о котором мы уже вспоминали в начале этого репортажа. Неплохая атака по левому флангу. Диана Бакум пытается 1 в 1 обыграть соперницу. Попытка удара, но здесь заблокирован этот стрел и угловой. Угловой будут подавать футболистки Зорки. 15 минут игрового времени уже позади. 0-0. Но мы видим, что пока гол, наверное, вопрос времени. Однозначно у Зорки преимущество и во владении мячом. Но вот ударов пока не хватает. Вот под мои слова как раз-таки наносят футболистки Зорки удар по воротам, но мяч летит чуть выше верхней стойки ворот. Вспоминаю, друзья, что уже в понедельник, 24 мая, состоится четвертьфинал Кубка страны. Но вот это уже неплохая, кстати, была контратака в исполнении приезжей дружины. И мы видим, что на газоне оказывается 19 номер Виктория Шляхтина. И, по всей видимости, стандарт будут исполнять бобруйчанки. Ну, судя по всему, вот, пока по характеру этого поединка бобруйчанке нужно всеми силами пользоваться именно стандартами. Потому что пока выход из обороны в атаку, да и в целом такая позиционная игра в атаке у команды Николая Касаткина не получается. Поэтому вот именно стандарты, возможно, пока лучшее, из чего можно выжимать максимум. Ну и, конечно, у мяча Екатерина Кучинская, капитан бобруйчанки. Посмотрим, что придумает футболистка. Ну, попытка удара, но мяч идет чуть мимо ворот Виктории Крыловой. Ну, отмечаем, это, наверное, в принципе, первый удар в сторону, по крайней мере, ворот Крыловой. Ну, а 24 мая в четвертьфиналах, вот кроме уже представленного мною поединка Бобруйчанка-Зорка, также встретятся Брестская Динамо и Неман. Могилевский Днепр примет футболисток из Минска. Ну, а Витебск помирится силами с Динамо БГУ ФК, с Минским Динамо. Ну, конечно, будет, я думаю, большие сложности в тепчанок, но тем не менее. Вот такие вот нас ждут четвертьфинальные поединки, которые состоятся в понедельник. Ну, этот поединок является заключительным. Собственно, это тот же момент я уже отмечал. Ну, думаю, есть пока минутка, пока на поле у нас ничего интересного не происходит, вспомнить о тех поединках, которые уже состоялись. Вчера на искусственном газоне Минского стадиона, на Маяковского, минчанки взяли верх над Неманом. Кстати, это был, в принципе, центральный матч тура. Встречались вторые и третьи места, но вот, тем не менее, борьбы такой не получилось серьезной. Минчанки были сильнее 6-0. Витебск дома уступил Могилевскому Днепру 1-3. Ну и сегодня завершились уже два поединка. Сборная Гомельской области уступила юной сборной АБФФ 0-4. Ну и Брестская Динамо дома уступила Минскому. Было разгромлено просто в пух и прах 0-16. Но об этой игре я уже тоже вспоминал. Ну и вот пока лишь в нашем поединке Зорки БДУ и Бобруйчанки забитых мячей мы не видим. Ну вот мы видим
на газоне футболистку прежней команды. Это Атова Егифтиеля. Ну и мы видим, что серьезное, видно, повреждение она получила, нигерийка, и не может пока подняться. Ну вот помощь медперсонала требуется, но мы видим, что пока не может она подняться, защитница бобруйчанки, на газон. Но не стоит забывать, что газон стадиона РСОР БГУ искусственный, ну и, конечно, риск, опять же, получить травму намного выше, чем когда футболистки играют на натуральном газоне. Ну, пока у нас эта пауза, вспомним тогда, кто в случае получения травмы может появиться на футбольном поле. Ну, я думаю, с бобруйчанки начнем, учитывая, что есть вот такая вероятность, потому что пока Атова Егифтиеля по-прежнему находится на газоне и не может подняться. В запасе у команды Николая Касаткина голкипер Ксения Фалей, ну и полевые футболистки Оксана Шпак, Дарья Храмко, Екатерина Казак, Ирина Катроша, Диана Колтович, и Екатерина Литвинюк. Вот такие вот футболистки могут появиться на поле. Но благо все нормально вроде с Атовой Егифтиеля. Поднялась, по крайней мере, нигерийка. Ну и думаю, все-таки сможет продолжить этот поединок. Конечно, не хотелось бы, чтобы в начале матча была замена. Ну а про травмы я вообще не говорю. Этого вообще никогда не хотелось бы, чтобы кто-то травмировался. Ну что ж, пока численное преимущество у футболисток минской дружины. Ну и, в принципе, можно попробовать этим воспользоваться. Мы видим, что здесь уже технический брак небольшой совершают футболистки в розовых футболках. Катерина Кучинская. Брос за боковой. Ну, это у нас Прешес. Ну, очень, конечно, техничная футболистка. Все, полный комплект состава у бобруйчанки. Вернулась Атова Егифтиеля. Рады ее приветствовать. И тренерский штаб команды из Бобруйска. Ну и, конечно, мы. Что с ней все в порядке. Ну и снова у мяча Екатерина Кучинская будет выполнять этот штрафной удар. Но пока абсолютно ничего не удается выжать вот из этих стандартов. Навес. Что здесь, ну, не пошла все-таки на мяч Виктория Крылова. Вначале показалось, что это была ошибка, но, может быть, и правильно сыграла. Конечно, не нам советовать этой опытной футболистке. Ванчик. Ну, и здесь уже футболистки зоркие не разобрались. И бросы за боковой будет выполнять Татьяна Гавриленя. Ну, две сестры сегодня в старте. Татьяна Гавриленя, Ольга Гавриленя в составе бобруйчанки. Отмечаем этот момент. Ну и снова Гавриленя в борьбу прямо вбросила мяч. Ну и здесь, конечно, тяжело было Амалбор Прешес бороться за футбольный снаряд. Ну, я думаю, здесь просто нужно вынести футболистам зоркий мяч. Ну, последние 3 минуты так неплохо бобруйчанка владела мячом. Пыталась организовать какую-то опасность возле ворот Виктории Крыловой. Но мы видим, что достаточно высоко поднимаются нападающие команды Николая Касаткина. Включаются в прессинг. Ну, минчанки уже быстро пытаются организовать атаку, но все-таки решили через своих линейных играть, через крайних защитников. Ну и быстрой атаки тут, конечно, быть никакой не могло в исполнении команды Сергея Русецкого. Но, правда, мяч остается у минчанок, и Лиана Мершниченко будет бросать. По-моему, нет, это, конечно, стандарт, штрафной удар будет выполнять капитан Зорки БДУ. Ну, а тем временем уже экватор
первого тайма, первой 45-минутки, но вот таких акцентированных ударов по воротам в исполнении как Зорки БДУ, так и Бобруйчанки мы сегодня не видели. Навес. Была первая на мяче Лилия Жиголка, но от ее головы мяч покинул пределы футбольного поля. Вводится мяч в игру. Ну и снова вот 16-й номер Бобруйчанки, Амуабор Прэшес. Такая очень активная сегодня футболистка. Видно, что сил у нее очень много. Ну и, конечно, есть что ей доказывать тренерскому штабу. Выходила на последних 2 играх. Ну и отметилась 3 забитыми мячами. Также отмечаем этот момент. 18-летняя нигерийка. 2 мяча она положила Брестскому Динамо. Ну и 1 мяч был забит Гродненскому Неману. Ласточкина, Прэшес. Слева открывается партнерша. Но вот таким вот образом, возможно, было в положении вне игры. Ну и дальний такой выстрел по воротам Виктории Крыловой. Но мяч в створ не попал. Это Екатерина Луцкевич попробовала свои силы. Ну, даже попадя мяч в створ ворот, я думаю, что Виктория Крылова справилась бы с этим ударом. Как же здорово здесь прессингует Ольга Гавриленя, голкипера Зорки. Но девчата из Минска очень грамотно выходят из обороны в атаку. Но, правда, вот здесь вот уже случается потеря. Но без нарушения правил не обошлось, поэтому Зорка БДУ по-прежнему владеет мячом. Жиголка. Кристина Киянка. Что придумает Кристина? Возможно, будет забрасывать мяч вперед. Так, в принципе, оно и происходит. Но здесь, опять же, большая плотность защитниц Бобруйчанки. И очень тяжело бороться с такой эшелонированной защитой гостей. Ну, а здесь уже не мудрствуя лукаво, Дарья Иванчик просто головой вынесла мяч за боковую, чтобы не привести. Ну, возможно, и правильное было решение. Прэшес. Гавриленя. Ласточкина. Ну и вот в конечном итоге у Атовы Гифтьеля седает мяч. И уже нигерийка пыталась найти какие-то свободные зоны, свободное пространство, чтобы начать атаку своей команды, но сделать этого не получилось. Ну, очевидно, что уровень команд как Зорки, так и Бобруйчанки достаточно близок друг к другу. По крайней мере, пока мы наблюдаем практически такой равный матч с небольшими такими переменами. В самом начале поединка, казалось бы, Бобруйчанка пыталась больше атаковать, ну а затем видели такой серьезный отрезок, когда уже хозяйки газона по улице Семашко взяли мяч под контроль. Но вот сейчас снова пытались Бобруйчанки последние минуты атаковать, но сейчас вот уже именно Зорка. Удар, мяч попадает в перекладину. Ну, кто первый на подборе? А на подборе никого не было. И здесь уже мяч далеко достаточно отскакивает. Диана Баком. На забегание Дарья Иванчик. Ну, Дарья не смогла поднять мяч. Ну, а так вот достаточно серьезный момент мог бы тоже возникнуть у ворот Татьяны Маховской. А здесь уже стык футболисток и очередное нарушение правил. Фиксирует Павел Руденков. Ну, а на этот раз на газоне уже Амуабор Прэшес. Ну, действительно, хороший момент был у футболисток Зорки для того, чтобы открыть счет в сегодняшнем матче. Мяч попал в перекладину. Но вот на подборе никого из партнерш не оказалось. Поэтому замкнуть тот отскок не получилось. Ну вот, практически по исходу получался игры. Вот мы увидели действительно по-настоящему опасный момент. И случился он возле ворот Татьяны Маховской, голкипера Бобруйчанки.
прошлом туре Зорка встречалась в Гродно с Неманом. Игра завершилась со счетом 2-2. Отличились у Зорки Диана Бакум и на 36-й минуте Диана Шмаровская. Ну а у Гродно Джульетта Нана забила на 24-й минуте и Екатерина Дудко. Ну, вообще отметим тот факт, что Зорка уже не выигрывала 2 поединка. Ну и как раз-таки вот сегодня почему бы и не положить в свою копилку 3 балла, притом в поединке с таким принципиальным соперником по турнирной таблице. Что касается бобручанки, у них был достаточно легкий поединок в прошлом туре против Брестского Динамо. 8-0 была одержана победа. Отличились от Овы Гифтьеля. Притом она оформила хет-трик. Также 2 мяча забила Эммабор Прешес, Карина Чирец и Екатерина Кучинская. Ну и Дарья Храмко, конечно, ее не забываем. Таким вот образом 8-0 была одержана крупная победа бобручанки. Ну, вообще команда Николая Касаткина является домашней. Пока именно в домашних поединках Бобручанка одерживает победы свои, но вот в выездных поединках практически во всех уступает. Я думаю, мы еще по ходу сегодняшнего матча вспомним о играх команды Николая Касаткина. Но старт был крайне плох в исполнении команды из Бобруйска. Ну вот снова слева активно Диана Бакум. Ну вот была попытка заброса на нее, но мяч не дошел. Ну а на острие атаки у Зорки пока выделяется Диана Тропникова. Именно она. Такой наконечник атаки своей команды. В центре капитан Лиана Мирошниченко. Тропникова. Вот как раз таки пыталась Диана сделать передачу на свою тезку Диану Бакум, но эта передача не прошла, была заблокирована, и здесь уже можно быструю контратаку попробовать организовать. Так оно и происходит. По правому флангу рвется Ольга Гавриленя, но поднять мяч опять не удалось Ольге, хотя уже достаточно много футболисток было в центре штрафной, но здесь уже немножко технический брак совершает Эммабор Прешес, и мяч уходит за пределы поля, ну и Виктория Крылова будет вводить мяч уже в игру. Отметим, что сегодня в составе у Бобручанки, вообще в ростере, отсутствует Ольга Анисковцева. Также этот момент отмечаем. Хотя в прошлом поединке играла. Гифт выносит мяч за боковую, хотя недовольно высказывает своим партнершам, что нужно было эту зону закрывать, и мяч должен был остаться у Бобручанки. Хотя вот мы видим, что в конечном итоге он и переходит в владение Бобручанки. Броса за боковой. Тропникова. В центре уже Диана Бакум. Не доходит до нее мяч. Ну что здесь у нас? Здесь Елизавета Балатянова, казалось бы, уже собиралась приложиться к мячу, но также заблокирован этот удар. Ну и в конечном итоге снова Бобручанка будет организовывать свою атаку. Неуступчивые сегодня соперницы. Хотя больше, конечно, мы наблюдаем какой-то такой вот что ли, территориальной борьбы. Ударов по воротам совсем уж мало. Кучинская, заброс. Ну и здесь, казалось, Зоя Горбунова просто помешала Ольге Гаврилене принять этот мяч. Ну и снова недопонимание. На этот раз уже Татьяна Гавриленя пускает мяч за бокового. Минчанка с мячом. Виктория Крылова. Ну и какая небрежная, казалось бы, передача, но все-таки доходит. Хотя Татьяна Гавриленя уже бежала на этот мяч, и, казалось, могла быть осечка. Баком. Диана 1-1. Проходит соперницу. Удар по воротам и 1-0. Становится счет. Диана Баком открывает его на 35-й минуте этой встречи.
Ну, здорово здесь, конечно, сыграла молодая техничная полузащитница футбольного клуба «Зорка» БДУ. Ну и шикарный мяч забивает в сегодняшней игре. Ждали мы этого события. Все-таки действительно поострее «Зорка» смотрелась в атаке. Ну и логичное завершение, наверное, вот всех вот этих вот вылазок подопечных Сергея Русецкого в конечном итоге вылилось в забитый мяч. Ну, тут индивидуальное, опять же, мастерство отмечаем Дианы Бакум. Совсем молодой футболистки, которой всего 18 лет. Ну, 16, кстати, мая ей исполнилось. Вот этот вот возраст, как говорится, совершеннолетия. Поздравляем Диану с забитым мячом. Ну, здесь главное уже сразу в порыве не начудить в своей защите, но все-таки удалось вывести мяч из обороны. По-моему, Кристина Кианка действовала, но очень так на тоненького, как говорится. В случае ошибки там, конечно, счет вполне мог стать 1-1. За боковой на Прэшес идет мяч. Ну и в борьбе кто здесь прав? Прэшес или Лилия Жиголка. Две футболистки под 16 номером сошлись, но все-таки футболистки приезжей дружины, а именно Екатерина Кучинская, капитан Бобручанки, будет выполнять угловой. Ну, практически все футболистки в желтых футболках пришли в штрафную площадь минской команды. Ну и лишь Виктория Шляхтина страхует защитников. Кто первый на подборе? 21 номер Татьяна Гавриленя. Прямо под удар попадает и мяч. Так, но это, конечно, плотность футболисток, притом и своей же команды, не позволили игроки, как Зорки, так и, собственно, Бобручанки мешали пробить по воротам. Еще один угловой, навес. Промахивается Виктория Крылова по мячу. Ну и на подборе Мобур Прэшес. Горбунова. Уходит мяч, но остается в Бобручанке. Ну и мы видим, что приезжие футболистки пытаются быстро нивелировать вот эту вот разницу в счете. Но там могут винить только себя. Притом отметим, что Диана Бакум обошла Екатерину Кучинскую в дуэли 1 в 1, когда играла. Обыграла капитана Бобручанки. Ну и потом очень здорово так положила в левый от Татьяны Маховской угол. Что здесь? Ну, здесь нарушение правил, хотя уже забегала как раз-таки Диана Бакум. И, скорее всего, Диана Тропникова пыталась и сделать передачу на свою партнершу по команде. В прошлом году команды встречались трижды в чемпионате. В 7-м туре Бобручанка уступила Зорке дома 2-4. В рамках 14-го тура вот здесь Зорка была сильнее Бобручанки 5-2. Эта игра состоялась 10 августа 2020 года. Ну и в рамках 21-го тура Бобручанка дома также уступила Зорке со счетом 2-4. Ну вот это последняя встреча была между командами. Навес. Ну вот мы видим, что в 3 поединках в прошлом году все победы держала именно минская дружина. Ну вот и сегодня пока счет 1-0 в пользу Зорки. Немножко смазанный, конечно, сезон. По всем понятным причинам коронавирусным прошлый был. Ну и не только в этом. Там и количество поединков не у всех команд были равные. Но тем не менее, вот 3 поединка Бобручанка и Зорка в прошлом сезоне сыграли между собой. Екатерина Кучинская по-прежнему пытается снискать какие-то дивиденды вот с этих стандартов. И снова немножко неуверенно действует в воротах Виктория Крылова. Ну, не думаю, что стоит ее как-то сильно винить. Опять же, напоминаю, что Виктории Крыловой вот такой форс-мажорных обстоятельств пришлось встать в ворота своей команды. Но, кстати, сегодня в запасе Екатерина Камлюк, голкипер Зорки. Но тем временем 40-я минута уже стартовала.
в этом поединке. Зорко БДУ Бобруйчанка 1-0. Индивидуальное мастерство Дианы Бакум принес этот забитый мяч команде Сергея Русецкого. Действительно классное исполнение было этой молодой футболистки молодежной сборной Беларуси. И вот снова, как здорово здесь Диана Бакум пошла на мяч. Вот до последнего борется Диана. И второй горчишник в составе Бобруйчанки. Удостаивается Татьяна Гавриленеева. Ну вот под карточкой уже Екатерина Гончарова, 3-й номер Бобруйчанки. Ну и, соответственно, Татьяна Гавриленева, 21-й номер. Жиголка. Ну и через голкипера. Виктория Крылова высоко поднимается. Возможно, как в старые добрые времена. Вспомнила игру в защите. Но не нужно заигрываться, конечно, выходить куда-то высоко. Хотя такие моменты часто наблюдаем в нынешнем футболе. В частности, Мануэль Нойер, конечно, наверное, самый главный представитель игры высоко от собственных ворот. Бакум. Мирошниченко. Неплохо. На забегание Яни Бенкевич. Ну, а здесь здорово действует защитница Бобруйчанки. Это Екатерина Гончарова. Выносит мяч в аут. Ну и Дарья Иванчик будет сбрасывать его. И снова неплохо разворачивается Диана Бакум. Но все-таки здесь мяч покинул пределы поля. Хотя вот техника, конечно, хорошая. И это снова и снова демонстрирует 23-й номер Зорки БДУ. Последний поединок свой Зорка победила 29 апреля. Была обыграна молодежная команда АБФФ 0-4. Ну а затем поражение домашнее 8 мая Днепру 2-3. Ну и в прошлом туре 13 мая ничья в Гродно с Неманом 2-2. Но этот матч я уже вспоминал. Что касается Бобруйчанки, то до вот этой вот победы 8-0 над Брестским Динамо было поражение как раз таки от Немана 2-1. Ну а в шестом туре была обыграна сборная Гомельской области 10-0. Первая на подборе Гавриленя Татьяна, которая и здесь Прэшес не попадает головой по мячу. Но можно было, конечно, замыкать вполне. Но здесь просто даже тут не в технике дело. Просто так вот эпизод этот сложился, что Амалбор Прэшес не смогла замкнуть передачу партнерши. В подкате выносится мяч. На газоне Татьяна Гавриленя. Ну и очередное такое столкновение неприятное. Сможет ли подняться Татьяна? Конечно, подходит к ней сестра. Интересуется здоровьем. Ну, вроде все хорошо. Ну, вот две сестры вместе. Ольга Гавриленя и Татьяна Гавриленя. 21-23 номера Бобруйчанки. Ну и аут бросает Дарья Иванчик. И снова играет через голкипера Викторию Крылову. Перевод направо, но достаточно сильным получился этот пас. И мяч в конечном итоге седает в ногах Бобруйчанки. Ну что, можно соорудить гол в раздевалку, однако вот такой вот перехват, но совсем никого нету в атаке у Зорки, поэтому даже организовать какую-то перспективную быструю атаку вряд ли получится. Вот лишь так вот выносит мяч Дарья Иванчик. Заброс Екатерина Кучинская. Ну, правда, куда, не совсем понятно. Возможно, это была попытка капитана Бобруйчанки таким образом ошарашить в воротах Викторию Крылову, которая, наверное, не готова была к этому удару. Возможно, именно этого и хотела Екатерина Кучинская. Но, как бы то ни было, мяч пошел мимо ворот. И у нас совсем скоро стартует последняя минута на нашем олдскульном стадионе минском.
правому флангу атака. Ну, можно попробовать-то пробить. Это и происходит. Яна Бенкевич наносит удар. Мяч попадает в левую стойку ворот Татьяны Маховской. Ну, вот еще один звоночек. Тревожный звоночек у ворот Бобруйчанки. Ну, действительно, в общем, так количество опасных ударов однозначно первый тайм за Зоркой. Но, правда, отличились подопечные Сергея Русецкого лишь однажды. Хотя была и перекладина. Ну, вот сейчас еще и боковая стойка ворот зазвенела. Ну, посмотрим. В любом случае, пока только 1-0. И думаю, что тренерский штаб Николая Касаткина какие-то изменения внесет в перерыве. Ну и Бобруйчанка как-то будет пытаться все-таки отыграть этот пропущенный мяч. Ольга Гавриленя, вброс дальний на Эмуабор Прешес, но нигерийка просто запуталась в собственных ногах и потеряла мяч. 2 минуты к основному времени матча добавляет Павел Руденков. Но у Яны Бенкевич, конечно, был шикарный момент для того, чтобы сделать отрыв своей команды уже в 2 мяча. Справа подключается Ольга Гавриленя, они находят ее партнерши, и уже футболисткам из Минска можно попробовать соорудить вот под занавес этого первого тайма атаку, но нет, все-таки решили девчата из Минска не пытаться что-то уже опасного сооружать возле ворот Татьяны Маховской, а просто аккуратно доиграть первые 45 минут. Вот так вот можно и доиграться. Очень высокий прессинг опять включает Бобруйчанка. И мы видели, что вполне могли вынудить ошибиться защитниц минской команды. Совсем ничего остается до завершения первой 45 минутки. Бенкевич. Вперед направо. Ну и снова назад. Да, уже видно, очевидно, что доигрывает Зорка этот матч. Этот первый тайм. Ну а что здесь? Вот Баку. Диана оказывается на газоне. Мяч покидает пределы поля. Ну и на этом все. Свисток дает главный арбитр матча. Павел Руденков. 1-0. На 34-й минуте Диана Бакум забила пока единственный мяч. Также отметим, что 2 карточки схлопотали футболистки Бобруйчанки, Гончарова и Гавриленя. И вот мы видим, что также идет вот разборка последнего эпизода. И Павел Руденков принимает такое коллегиальное решение со своими помощниками. Но что здесь будет, я даже не знаю, честно говоря. Вот хотелось бы закончить этот момент. Ну, вот принимается какое-то решение. Ну, по крайней мере, пока какого-то там вердикта мы не видим. Я думаю, если что-то там произойдет, возможно, во втором тайме мы обо всем узнаем. Ну что, друзья, первый тайм окончен. Возможно, не самая такая зрелищная игра, но в целом поединок смотрится. По крайней мере, в атаке, в исполнении Зорки БГУ это очевидно. Мы увидели и подание в перекладину, и в стойку левую ворот. Ну и, конечно, забитый мяч Дианы Бакум на 34-й минуте. Это вообще украшение этой первой 45 минутки. Ну, через минут где-то 12 возвращаемся в Минск и будем наблюдать второй тайм поединка Зорки БГУ и Бобруйчанки. Наверное, вопрос времени. Однозначно у Зорки преимущество и во владении мячом. Но вот ударов пока не хватает. Вот под мои слова как раз-таки наносит футболист. Посмотрим, что придумает футболистка. Ну, попытка удара. Сейчас снова пытались Бобруйчанки
Последние минуты атаковать, но сейчас вот уже именно зорко. Удар, мяч попадает в перекладину. Баком. Диан 1-1, проходит соперницу, удар поворотом и 1-0. Становится счет Диана Русецкого. В конечном итоге вылилось забитый мяч. Ну тут индивидуально, опять же. Ну и лишь Виктория Шляхтина страхует защитников. Кто первый на подборе? 21 номер Татьяна Гавриленя. Прямо под ударом. Первая на подборе Гавриленя. Татьяна, которая и здесь Прэшес не попадает головой. Дарья Иванчик. Заброс Екатерина Кучинская. Ну, правда, куда? Мяч в Скульном стадионе Минском. Правым флангу атака, но можно попробовать-то пробить. Это и происходит от Бобручанка. И мы видели, что вполне могли вынудить ошибиться защитников. Защитница.
Итак, друзья, возвращаемся в Минск на стадион РЦОР БГУ, где с минуты на минуту начнется второй тайм поединка между Зоркой БДУ и Бобруйчанкой. После первого тайма 1-0 впереди подопечные Сергея Русецкого. На 34-й минуте индивидуальное мастерство продемонстрировала полузащитница Зорки Диана Бакум. Ну и очень красиво так положила в левый угол ворота Татьяны Маховской. Ну и таким образом этот мяч стал единственным, хотя моменты для того, чтобы минчанкам удвоить, а то и утроить преимущество в этом поединке были. Ну и также под карточками отметим, что футболистки Бобруйчанки Екатерина Гончарова и Татьяна Гавриленя. Был там в самом конце первого тайма там неприятный эпизод, но вроде бы все нормально. По крайней мере, все футболистки в строю и никаких санкций вроде не последует. Ну что ж, друзья, давайте, наверное, представлю те составы, которые вышли на второй тайм. Вроде изменений никаких нету. Итак, в воротах Зорки БДУ по-прежнему первый номер Виктория Крылова. Футболистки в поле: 4-я Дарья Иванчик, 5-я Кристина Киянка, 6-я капитан команды Лиана Мирошниченко. Да нет, конечно же, и замена была вместо играющей под 16 номером, это, по-моему, Лиана Жиголка, появилась Диана Шмаровская. 19 номер Полина Гирщиц, 22-я Диана Тропникова, 23-я Диана Бакум, 75-я Елизавета Болотянова, 88-я Мирослава Зубко и 97-я Яна Бенкевич. Главный тренер команды Зорки БДУ Сергей Русецкий. Футбольный клуб Бобруйчанка. Ну вот здесь гиф нужно аккуратнее действовать. Ну вроде разбирается нигерийка. В воротах у Бобруйчанки 12 номер Татьяна Маховская. Полевые футболистки: 3-я Екатерина Гончарова, 11-я Екатерина Луцкевич, 13-я Наталья Ласточкина, 14-я Зоя Горбунова, 16-я Амуабор Прешес, 19-я Виктория Шляхтина, 21-я Татьяна Гавриленя, 23-я Ольга Гавриленя, 35-я Отува Гифт Еле и 77-я капитан команды Екатерина Кучинская. Ну и главный тренер команды Бобруйчанка Николай Касаткин. Судейскую бригаду уже представлю после вот этого корнера. Вероятнее всего будет навес. Так оно и есть. Это Яна Мирошниченко. Ну уж кто здесь первый на мяче? Удар Яны Бенкевич. И счет становится 2-0. Ну, вроде все легитимно, да. Показывает Павел Руденков, что нужно с центра поля начинать приезжать к команде. Все нормально, 2-0. Ну вот гол из раздевалки вот такой случается. В самом-самом начале второй 45-минутки. Ну что ж, интересно, как будет дальше развиваться ход событий в сегодняшнем матче. Но, конечно, для Бобруйчанки однозначно это холодный душ. Ну и судейская бригада, вот как раз-таки главный судья Павел Руденков, первый помощник судьи Николай Прохоренко, второй помощник судьи Андрей Садловский, четвертый судья Владимир Градкевич, инспектор матча Валерий Язевич. Ну, все действующие лица представлены. Ну и посмотрим, как отреагирует тренерский штаб Николая Касаткина на вторую пробоину. Конечно, это уже серьезный задел для того, чтобы победить в сегодняшнем поединке в исполнении Зорки БДУ. Что здесь? Ну а здесь брос из-за боковой. Полина Гирщиц так 1 в 1 играла. Гирщиц ищет продолжение через правый фланг. Диана Бакум мчится полузащитница. Ну и вообще никто ее абсолютно не встречает. Наверное, вплоть до ворот можно пробежать. Неплохой прострел на Диану Тропникову. Блокируется. Но, тем не менее, остается мяч у минских футболисток. Ну, однозначно, как холодный душ. Вот видно, что Бобруйчанка пока даже в себя прийти не может. Очевидное преимущество со старта второго тайма также у Зорки.
Мирошниченко. Навес. Ну и не может словить мяч Татьяна Маховская. Конечно, здесь вполне можно получить было и третий мяч в свои ворота. Гирчиц. Все зоны закрыты. Здесь уже надо позиционно развивать эту атаку. Ну и снова через своего голкипера Викторию Крылову, 43-летнюю футболистку, которая 10 мая исполнилась, 43 года. Выступала на позиции защитника, а также выступала и в мини-футболе. Кстати, мастер спорта Украины Виктория Крылова. Что примечательно, в 1999 году начинала, ну, собственно, карьеру бобруйчанки. И вот стала чемпионкой Беларуси именно в составе этой команды. Так что для Виктории Крыловой, по сути, родная команда бобруйчанка, которая сегодня является соперником. Затем Виктория Крылова выступала за черниговскую легенду, ну, собственно, где, наверное, и стала мастером спорта Украины. С 2002 по 2012 года Виктория защищала цвета вот этой команды. 4 раза становилась чемпионкой Украины, 3 раза брала Кубок Украины, ну и участница Лиги чемпионов УЕФА. Что у нас здесь? Стандарт будут выполнять футболисты бобруйчанки. Ну, вроде разобрался, в конце концов, Павел Руденков с этим эпизодом. И Екатерина Гончарова будет вводить мяч в игру. А нет, вот и не угадал. Это сделала Атовый Гифт Еле. Кучинская. Вперед центр. Ну, а здесь уже налево. На Екатерину Луцкевич. Гончарова. Гифт. Очень тяжело, конечно, даются сегодня атаки команде Николая Касаткина. Все зоны перекрыты. Ну, вот сейчас, кстати, на левом фланге очень здорово открывается Виктория Шляхтина. И вот на нее, в конце концов, и была сделана эта передача, но снова все заблокировано. Уж очень долго партнерши по команде искали ее. Гирчиц. Ну, Полина танком пошла просто на соперницу. Ну и была все-таки потеря, но, однако, мяч остается у Зорки. Ну и снова, наверное, через своего голкипера будут играть девчата из Минска. Так оно и есть. Виктория Крылова 119 матчей провела в чемпионате Украины, 25 голов на ее счету. В 2013 году, кстати, вернулась она в Беларусь. И вот по 15 года выступала за Зорку, что примечательно. С 2015 по 2017 Виктория снова играла за бобруйчанку. Но вот здесь, кстати, ошиблась она с передачей. И могла такая обрезка случиться. В 2018 году Виктория Крылова снова перешла в стан Зорки БДО. Просто за боковой. Виктория Шляхтина это делает. Горбунова. Зоя отдала назад, но мяч снова покинул пределы поля. Это Екатерина Луцкевич. Такой технический брак допустила. Выпустила мяч за боковую. Ну, уже, в принципе, Зорки каких-то звезде уже искать звезд с неба уже не стоит в сегодняшнем матче. Возможно, просто Зорка будет ждать каких-то ошибок соперницы. Хотя, почему бы и не развить свое преимущество. Хотя, в принципе, 2 мяча именно по характеру сегодняшнего поединка вполне, я думаю, этого достаточно команде Сергея Русецкого для того, чтобы взять 3 очка. Но здесь отмашка в исполнении Кристины Киянки, хотя она недоумевает, что там могло случиться. И на газоне нигерийка Молбор Прэшес. Ну, отмашка была. Все-таки, друзья, я думаю, стоит согласиться. Хотя Кристина Киянка вроде неумышленно попала рукой по лицу молодой нападающей бобруйчанки. Ну, вроде все нормально. Поднимается футболистка гостевой команды. И штрафной удар у мяча Наталья Ласточкина. Подсказки со скамейки запасных. Ну, там, соответственно, от тренерского штаба идут какие-то подсказки, как нужно разыграть этот стандарт. Ну и в первом тайме мы уже упоминали, что именно вот стандарты могут
определенные дивиденды привести, потому что совсем позиционная игра не удается команде из Бобруйска. Навес. Ну, в этой сутолоке очень тяжело было разобраться, что там могло случиться. Но как бы то ни было, мяч покидает пределы поля, и Виктория Крылова будет вводить футбольный снаряд в игру. Ну, активная вот сегодня и Полина Гирщиц, 19 номер Зорки. Ей, к слову, 20 лет. Родилась она в Лиде. Первый тренер Олег Леонидович Фролов. Воспитанница детско-юношеской спортивной школы «Юность» Лидская. Выступала за РГУОР, затем Ислач РГУОР. Ну вот сейчас защищает цвета Зорки БДУ. Ну и мы видим, что очень и неплохо это и делает. Ну и вот Полина Гирщиц как раз-таки в таком интересном прыжке, как из восточных единоборств, выпрыгнула, но тем не менее мяч оставила для своей команды. Ну, правда, сейчас уже Гифт ищет продолжение уже для бобруйчанки. Прэшес, нет. Не доходит мяч до Прэшес, и Болотянова уже заброс этот сделала вперед. Отмечал я, друзья, уже в первом тайме, что бобруйчанка является домашней командой. Если вспомнить ее поединки, вот именно домашние, то на втором туре... Ну, старт команды Касаткина вообще был крайне неудачный. В первом туре было поражение достаточно существенное от Динамо БГУФК 6-0. Затем было домашнее поражение еще одному лидеру чемпионата Минску 0-4. Ну, а затем ничья с молодежной сборной АБФФ 0-0. Так что вот за 3 стартовых поединка бобруйчанка ни разу не отличилась. Но, однако, затем последовала победа домашняя над Витебском 3-2. Затем снова дома уступили бобруйчанка Днепру 2-1. Ну вот затем я уже упоминал тем поединки. Победа 10-0 над Гомельской областью. Также 8-0 домашний поединок. Победа над Брестским Динамо. Но в 7-м туре снова на выезде бобруйчанка уступила Неману 2-1. Так что вот мы видим, что на выезде крайне неудачно складываются поединки команды Николая Касаткина. Но «Звезда» также 2 поединка без побед. Последняя она добытая, я уже упоминал, 29 апреля над командой АБФФ Ю-19 0-4. Ну, также можно, я думаю, выделить победу Зорки на выезде над Брестским Динамо 0-9. Ну, Брестская Динамо кто только не обижает в этом сезоне. Будем объективны, все-таки уровень не самый высокий у этой команды. Ну, также выделим победу над Витебском 1-8. Но, правда, были такие вот оплеухи у Зорки. Опять же, от лидеров чемпионата. В первом туре был проигран поединок Минску 0-4. Но в поединке 5-го тура Зорка БДУ уступила Динамо БГУФК 0-7. Тоже такие вот серьезные оплеухи были у команды Сергея Русецкого. Во втором круге, который стартует совсем скоро, на следующей неделе, ну вот аккурат после поединков четвертьфиналов Кубка страны, которые пройдут 24 мая. 28 мая уже в 10-м туре, когда как раз и начнется этот самый второй круг, бобруйчанка дома примет Динамо БГУФК, так что очень серьезное испытание ждет команда Николая Касаткина. Ну а Зорка БДУ сразится такое минское дерби с соперницами из футбольного клуба Минск. Так что вот в следующем туре очень серьезные матчи будут, как у Зорки, так и у бобруйчанки. А у нас вот очередной стык, очередное повреждение. Получает футболистка уже Зорки БДУ на этот раз. Привыкли мы видеть африканских легионерок бобруйской дружины на газоне. Но вот сейчас уже футболистка Зорки. Ну и Полину Гирщиц так партнерши отгоняют куда подальше, чтобы не наговорил, возможно, лишнего.
оказывается помощь футболистке Зорки. Но у нас уже идет, уже истекает 59-я минута. Ну и вот скоро будет час игрового времени позади. Ну, полчаса еще у команды Николая Касаткина на то, чтобы попытаться, по крайней мере, спасти этот матч. Хотя пока вот по этому характеру игры, честно говоря, очень трудно представить, за счет чего Бобручанка может сравнять счет в сегодняшнем матче. Уж очень очевидно преимущество Зорки. Ну и браво, Яне Бенкевич. Смогла эта футболистка подняться на газон. Ну а продолжит ли игру, сейчас мы узнаем. Екатерина Лускевич у мяча. Ну и все, дает свисток Павел Руденков. Можно продолжить игру. Гифт. Ну, небрежная такая передача была направо. Но здесь очень здорово Екатерина Кучинская продемонстрировала такая а-ля финт Бербатова на 360 градусов разворот. Ну и сохранила мяч для своей команды. И снова капитан Бобручанки будет сбрасывать из-за боковой. Прэшес. Кучинская. Передача назад. Ну, не сильно она такая пошла. Казалось, что Диана Тропникова даже могла перехватить эту передачу. Ускевич. Шляхтина. Потеря. Но здесь и Полина Гирчиц пускает мяч за боковую. Вообще женский футбол, вот наш белорусский, тесно связан и с мини-футболом, и с пляжным футболом. Многие девчата пробовали себя и там. Ну, кстати, многие добивались серьезных успехов. Ну, к слову, хотелось бы и пару слов про Екатерину Кучинскую, капитана Бобручанки. Сказать, ей 35 лет этой футболистке. Становился чемпионом Беларуси 10-11 годов, как раз таки со своей нынешней командой. Также выступала в России за СКА Ростов. Брала бронзу, кстати, чемпионата России. Выступала за Витебский университет, российский триумф. Ну а в конце 2010-х годов, кстати, вот выступал за сборную Беларуси по пляжному футболу. Очень опытная, конечно, футболистка. Можно попробовать удар. Какой шикарный мяч положила 6-й номер Лиана Мирошниченко. Капитан Зорки БДУ. Ну, вообще, просто прелесть. Молодчина Лиана. Ну и, по всей видимости, такую, скорее всего, все-таки жирную точку на интриге в сегодняшнем матче поставила капитан Зорки БДУ. Но это однозначно украшение этого поединка. Этот гол Дианы Мирошниченко. Ну, хотя, в принципе, я думаю, и гол Дианы Бакум может немножко поспорить за лавры лучшего мяча матча. Но все-таки, я думаю, этот мяч действительно украшение. 3-0 становится счет. Ну и здесь уже действительно сложно говорить о том, что команда Николая Касаткина сможет что-то исправить. Кристина Киянка отдает назад. А здесь уже перевод направо на Полину Гирчиц. Зубко. Ярослава отдает назад. Ну и вот такие передачи очень чреваты, на самом деле, последствиями. Ну что в случае обрезки можно получить свои ворота. Ну, судя по всему, уже и сами футболистки в желтых футболках не сильно верят в то, что могут что-то исправить. Немножко сникла и Эмуабор Прэшес во второй 45-минутке. Абсолютно она не видна. Ну, а Мирослава Зубко рвется вперед и хочет, уже видно, четвертый мяч попробовать, но сваливается мяч с ноги Яны Бенкевич. Хотя неплохо так под удар он выкатывался, но и можно было дубль оформить. Пробовать Яне Бенкевич. Ласточкина. Ну что, 3-3.
Бежит еще по левому флангу Виктория Шляхтина. Ольга Гавриленя. Ну и что здесь? Наверное, на угловой будет ждать хода мяча. Так оно и есть. Ну, поднаелись футболистки. Это заметно. Подустали. Защитницы Зорки БДУ даже уже вот мы видели, когда выход был в 3-3, уже даже как-то и не пытались сильно возвращаться, помогать своим партнершам. Ну и неспешно Наталья Ласточкина бежит подавать этот стандарт. Неплохая погода, кстати, становилась в городе-герое Минске. После дождя в первой половине. Вот сейчас даже так облачно, но достаточно такая футбольная погода. Ну что ж, смотрим за исполнением этого углового удара. Навес. Ну, кто первый на мяче? Прешес выше всех выпрыгивает. Ну, а здесь уже в борьбе не смогла Мирослава Зубко выцарапать мяч. Гифт. Кучинская. А нет. Диана Тропникова. Бакум. Открывается по центру Мирослава Зубко. Бегут еще две партнерши в штрафную площадь, но не решилась Тропникова на эту передачу. И уже позиционно разыгрывать футболистки Зорки этот момент. Ну а на газоне по-прежнему Екатерина Кучинская, и не обращает внимания на это Павел Рудзенков. Вот, наверное, только сейчас увидел главный арбитр матча, что капитан Бобруйчанки на газоне. Ну и, возможно, даже потребуется медпомощь. Да, так оно и есть. Бригада. Ну, вернее, не бригада, а медпомощь на газоне. Правда, все нормально вроде с Екатериной Кучинской. Продолжит она поединок. Но у нас, по всей видимости, готовится вторая замена в составе минской команды. Ольга Копыша. Также молодая совсем футболистка, 18-летняя. Появится, видимо, на поле. Ну и в составе бобруйской дружины также Оксана Шпак, по всей видимости, выйдет на газон Минского стадиона РЦОР БГУ. Итак, замена вместо Дианы Тропниковой на поле появляется Ольга Копыша. А нет, вот, наверное, небольшое изменение произошло в протоколе. По всей видимости, Белова под 5-м номером. Указана Оксана Шпак. Ну, посмотрим. В любом случае, пока этой замены еще не было, я думаю, разберемся. Навес, штрафную площадь. Кто первый на мяче? На подборе Яна Бенкевич. Нет. Амуабор Прешес решила одна просто прорваться среди футболисток Зорки. Ну, Полина Гирщиц уже тут просто очевидно так держит нигерийку Прешес. Гифт. Шляхтина. 1 в 1. Обыгрывает соперницу. Ласточкина. Неплохо разворачивается, но снова много-много движения, много действий, но КПД вот в игре, конечно, бобруйчанки сегодня очень мало. Шляхтина. Ну и покидает мяч пределы поля, и, возможно, вот сейчас произойдет первая замена в составе приезжей команды. Да, так оно и есть. Вместо играющей Зои Горбуновой по 14 номерам на поле появляется... Да, все-таки, наверное, разобрались. Белова.
Заброс из-за боковой. Яна Бенкевич. Неплохо здесь развернулась Яна Бенкевич. Атака Зорки продолжается. Зубко. Вперед направо. Бакум. Вперед в центр штрафной. Гифт. Немножко киксанула от Увы Гифт. Но все-таки угрозу от ворот отвела. Но, правда, очередной корнер будут исполнять минские футболистки. 70 минут игрового времени позади. Навес. На правую штангу ворот Татьяны Маховской. Ну, как-то не дернулась голкипер Бобруйчанки. Того и гляди, если бы Ляна Мирошниченко закрутила мяч в ворота, то, возможно, были бы проблемы очередные футбольного клуба Бобруйчанка. Удар. Зорка БДУ, команда, которая основана в 2005 году. Стартовала в своих выступлениях под руководством Валерия Кевры. Ну и команда, кстати, сразу стала завоевывать медали. И вот лишь в прошлом сезоне, в сезоне 2020 года, команда впервые осталась без этих самых медалей. 11-кратный серебряный призер чемпионата Беларуси, 4-кратный бронзовый призер. 3-кратный, кстати, обладатель Кубка страны и 6-кратный финалист Кубка страны. 3-кратный обладатель Кубка, Суперкубка Беларуси. Это все про Зорку БДУ. Отметим, что команда добивалась в 2013 году серьезнейшей победы, очень крупной, над командой Виктория 86, 32-0. Вот, ну, в женском футболе даже в этом сезоне встречаются вот такие сверхинтересные, возможно, в кавычках, результаты. Конечно, все-таки хотелось бы видеть борьбу. Копыша. Что придумает Ольга? Пытается обыграть 1 в 1 и проходит. Ольга Копыша делает передачу. Ну и здесь уже какой-то такой пожар в оборонительной линии Бобруйчанки. И Прешес просто выносит мяч, куда глаза глядят, а именно за боковую. Ну и продолжается атака футболисток Зорки БДУ. И снова, по-моему, Ольга Копыша, под 8 номером, который, ну, а центр вообще свободен. И это показывала, собственно, Полина Гирщиц. Набегала на эту передачу, но футболистки Бобруйчанки заблокировали этот пас. Поэтому Зорка БДУ, да, вот единственное, что до чемпионства пока команда Сергея Русецкого не добралась. Но по наградам, конечно, это один из самых титулованных клубов Беларуси, очевидно. Что касается Бобруйчанки, команда, конечно, с более такой долгой историей. Коллектив этот основан в 1991 году. Ну и впервые, кстати, клуб выступал во второй лиге чемпионата СССР в 1991 году. В прошлом сезоне команда заняла 6-ю строчку в турнирной таблице. Ну, а, кстати, носила название вот под вывеской «Трикотажница». Ну, так называлась эта команда. В 1996 году «Белкар». Ну и с 1997 году уже мы видим привычное название «Бобруйчанка». 12-кратный чемпион страны, 5-кратный серебряный призер и 2-кратный бронзовый призер. Ну а на газоне мы видим 23 номер. Ольга Гавриленя, по всей видимости, судорога случилась у футболистки Бобруйчанки. Ну и снова медбригада, ну, медперсонал, вернее, появляется на поле. 3-0. Зорка БДУ ведет в поединке с Бобруйчанкой. Ну, притом по всем статьям переигрывая соперниц. Если в первом тайме еще были какие-то намеки на то, что все-таки Бобруйчанка сможет как-то нивелировать игру, выровнять ее, ну и не так все было плачевно, то вот этот вот быстрый мяч в начале
второго тайма, конечно, привел к тому, что бобруйчанка, будем откровенны, немножко поплыла. Не стоит забывать, что в сезоне 2004-2005 годов бобруйчанка выступала в четвертьфинале тогда еще Кубка УЕФА, это Лига чемпионов женская, ну и проиграла тогда норвежскому Тронхейму. Но, тем не менее, такие вот успехи достаточно серьезные у этой команды. Ну, последние годы мы видим, что не так все радужно у коллектива из Бобруйска. Но у нас еще готовятся замены и в составе Зорки, и в составе Бобруйчанки. Ну, такая серьезная длительная пауза, уже, наверное, 2 минуты. 2 минуты на газоне футболистка Бобруйчанки. Ну и респект Диане Бакум. Вот она, мы видим, помогает сопернице покинуть пределы поля. Красивый жест, конечно. Ну а Диане Гаврилине пожелаем, конечно, крепкого здоровья, чтобы все было хорошо с ней. Ну что ж, замена в составе Бобруйчанки. На поле появляется Екатерина Литвинюк под 27 номером. Замена в команде Бобруйчанка. Поле покинула Ольга Гаврилиня, номер 23. Да, Ольга Гаврилиня покинула газон, и вместо нее появилась Екатерина Литвинюк. Ну, еще по замене. Это Екатерина Казак под 8 номером у Бобруйчанки, видимо, готовится появиться на поле. А у Зорки БДУ Екатерина Чаюк под 14-м. Прэшес борцовским приемом повалили нигерийку. Ну и мяч переходит во владение бобруйской команды. Такой дальний заброс, достаточно мягкий. Кто первый на подборе? А на подборе первая Дарья Иванчик. Да, конечно, там говорил, что Белова, конечно, это Оксана Шпак на поле появилась, естественно. Ну, а у нас что, замена голкипера, по всей видимости. Татьяна Маховская покинула поле, и вместо нее вступает в игру Ксения Фалей. Ну, такая интересная замена, в принципе. Со стороны Татьяны Маховской каких-то серьезных оплошностей мы не видели. Ну, возможно, просто уже игра решена. Возможно, подумал Николай Касаткин, ну и дал проявить снова себя молодой Ксении Фалей. Ну и замена в составе Зорки. Екатерина Чаюк появляется на поле. Ну вот по 3 замены, соответственно, выполнили тренерские штабы как Зорки, так и Бобруйчанки. Ну а поле покинула Яна Бенкевич. Вместо нее появилась Екатерина Чаюк. Замена в команде Бобруйчанка. Поле покинула Татьяна Маховская, номер 12. В игру вступила Алексея, номер 99. Замена в команде Зорка БДУ. Поле покинула Шпак. Попытка удара у Оксаны Шпак, но также все перекрыто, не получилось. Получилось опытной футболистке пробить поворотом Виктории Крыловой. Полина Гирчиц что придумает? Полина, неужели в обыгрыш? Нет, играет в стеночку. И да, вот и 4-я замена, кстати, была сделана в составе бобруйской команды. Виктория Шляхтина покинула поле. Екатерина Казак появилась. Ляна Мирошниченко
капитан Зорки БДУ идет подавать этот стандарт. Ну, конечно, ее гол, наверное, голом тура будет в женском первенстве. Очень здорово в девяточку так положила ворот соперниц Ляна Мирошниченко. Ну, а здесь получится быструю контратаку организовать? Нет. Оксана Шпак достаточно далеко дал эту передачу. Ну, а здесь уже будет от ворот выносить мяч Ксения Фалей. Оксана Шпак, 39-летняя футболистка, родилась, кстати, в Бобруйске. Уже футболистка чемпионата Беларуси 2010-2011 годов. В детстве, кстати, увлекалась гандболом и баскетболом, но вот 13 лет попала в футбол. Ну и с тех пор очень здорово себя проявила и уже в 17-летнем возрасте даже стала мастером спорта. Выступала и в Польше за команду «Медик». Играла и в Кубке УЕФА. Ну, что примечательно, кстати, Ольга Нисковцева, которая сегодня отсутствует, в 2001 году даже дебютировала, вот, кстати, в первом розыгрыше этого самого Кубка УЕФА, ну, который нынче именуется Лигой чемпионов. Фалей, ну, какая небрежная передача была. Ну, и здесь можно оформлять, конечно, четвертый мяч футболистам Зорки. Ну, Диана Бакум немножко заигралась, по-моему. Уж очень-очень много ошибок бобруйчанки стали допускать. 82-я минута. Тем временем только-только стартовала. Прешес. Помогают две партнерши. Это Екатерина Литвинюк, ну и справа Екатерина Казак. Но передача до партнерш не доходит, но, по крайней мере, и мяч не потеряли. Футболистки бобруйчанки будет выполнен угловой. И бежит его подавать Оксана Шпак. Вероятнее всего будет навес. Так оно и есть. Ну и кто первый на мяче? Прешес. Ну, видно, фол был со стороны футболисток бобруйчанки. И Павел Руденков показывает, что Виктории Крыловой нужно вносить мяч в игру. Но прежде будет очередная замена в составе бобруйчанки. Футболистка под 7-м номером появится на поле. Это молодая Дарья Храмко. Ну, вот какая-то заминка, ну, вроде все нормально. Гаврилина Татьяна покинула поле, ну и вместо нее под 7-м номером вышла Дарья Храмко. Ну что ж, все 5 замен использовал Николай Касаткин. У Зорки БДУ еще, соответственно, 2 замены в запасе имеются в активе. Перевод направо. Цепляются за мяч партнерши по команде. Ну и здесь уже Екатерина Гончарова. Значит, продолжение. Ну и так вот аккуратненько мяч отбирают футболистки в розовых футболках. Была это Диана Бакум. Вот очень-очень много такой игры сейчас в центре. Практически ближе к центру стадиона, газона. Ну вот возле ворот пока игру не наблюдаем. Ну вот, может быть, сейчас что-то получится. Екатерина Чаюк. Период центр. Цепляется за мяч Ярослава Зубко. Что там? Там все хорошо. Можно продолжать игру. Павел Руденков абсолютно никак не реагирует на этот момент. И уже Амабур Прешес. Вот здесь нарывается на столб такой в лице Елизаветы Болотяновой. Ну, Елизавета получает желтую карточку
за срыв перспективной атаки, но, в принципе, в данном эпизоде все правильно делала Елизавета Болотянова. Абсолютно оправданный фол. Ну, а Амуабур Прешес поднимается на поле. И игру она продолжит. Ну что, Наталья Ласточкина будет заброс делать в штрафную площадь. Слева отмечаем открытая Екатерина Казак. Ее никто не держит. Ну, такая вот попытка не то удара, не то чего, но мяч в сетке оказывается в конечном итоге. 3-1. Ну что, гол вроде легитимен, все нормально. Павел Руденков фиксирует это взятие ворот. 3-1. Честно, даже не заметил, кто отличился. Там немножко неудачно, по-моему, сыграла и Виктория Крылова. Но, как бы то ни было, 3-1. Но, правда, 5 минут остается до завершения основного времени этого поединка. Ну и, конечно, очень и очень тяжело будет команде из Бобруйска что-то изменить. Бакум. Вперед-назад. Ну и вот футболистка под 88 номером Мирослава Зубко делала этот заброс. Да, но мы видим, вот какой существенный отрыв. Вот я называл по количеству наград, достижений. 12 раз бобруйчанка становилась чемпионом Беларуси. И лишь вот 7 раз футбольный клуб Минск с 13 по 19 года. То есть вот еще на 5 наград меньше. Хотя вот, казалось бы, уже последнее золото бобруйчанка брала в 2012 году. В далеком 2012 году. Но вот так вот оторвалась от своих соперников. Ляна Мирошниченко. Передача на Катерину Чаюк. Катерина разворачивается. Подключается Полина Гирчиц. Снова период центр. Ну, очень так технично комбинируют футболистки Зорки БДО и Полина Гирчиц. Попытка удара, но в створ мяч не идет. И у нас 4-я замена в составе Зорки. Это Елизавета Лобко появится на поле вместо Елизаветы Болотяновой. Ну что ж, игра продолжается. Неплохо. Развивается атака. Ну что, будет здесь удар или... Уже до последнего будет разыгран. Удар, перекладина. 2-я уже по счету в сегодняшнем поединке. 21 номер. Диана Шмаровская. Носила этот удар. Ну, такой по результату достаточно получается у нас упорный матч, да, вот кто этот поединок целиком не смотрел, ну вот пока, по крайней мере, по счету можно подумать, что достаточно упорный такой матч, но, конечно, преимущество Зорки БДУ очевидно. Прешес. А вот сейчас можно даже попробовать до минимума сократить разницу в счете. Но здесь уже Екатерина Литвинюк все-таки потеряла мяч. Зубко. Чаюк. По левому флангу развивается атака. Ну, Диана Шмаровская разворачивается. Передача назад. Ну, вернулись все защитницы бобруйчанки в оборону. Ну и вот таким хитрым забросом решили партнерши по команде обострить игру, но здесь шансов у Ярослава Зубко практически не было для того, чтобы отличиться. Гирчиц назад. Дает мяч. Ну, а у нас, друзья, тем временем последняя минута основного времени
этого поединка. 3-1. Зорко БДУ впереди в матче с Бобруйчанкой. В заключительном матче этого 9-го тура. Упоминал я уже, что впереди команда ждет кубковое противостояние в понедельник, 24 числа. Вот центр, ну что? Ну, по всей видимости, не получится все-таки этот 4-й мяч организовать. Ну, футболистки Бобруйчанки тоже молодцы. Все-таки вот мы видим, что до последнего борются девчата. Ну и даже вот в атаке пытаются что-то организовать. Прешес. Но в чемпионате 28 числа Бобруйчанка дома примет Минское Динамо. Ну а Зорко БДУ сразится с футболистками из Минска. По поворотам Прешес. Летит мяч мимо ворот. 3 минуты к основному времени матча. Добавлено времени. Ну и снова мчатся футболистки Зорки в атаку. Вынос далеко от ворот. Неплохо. Футболистка под 8 номером. Это Екатерина Казак. Боролась до последнего. Гирчец. Хотела красиво пяткой дать на партнершу Мирослава Зубко, но эта передача не прошла. Ну, правда, футбольный снаряд по-прежнему остается у Зорки БДУ. Зубко неплохо комбинирует на правом фланге, делает заброс в штрафную площадь, но под удар будет ли... Нет, под удар так и не получилось отдать партнершам. Ну, такая затяжная просто атака и вот такой дальний стрел. Надежда, наверное, все-таки перебросить Ксению Фалей. Ну что, друзья, подходит к концу этот поединок. Думаю, стоит подводить какие-то итоги. 3-1 Зорко БДУ везет в матче с Бобруйчанкой. На 34-й минуте индивидуальные действия привели к первому взятию ворот приезжей команды. Диана Бакум на 34-й минуте отличилась. Яна Бенкевич на 48-й минуте удвоила преимущество своей команды. Вот в самом старте второй 45-минутки. Ляна Мирошниченко на 63-й забила просто великолепный мяч, положив в левую девятку ворот тогда еще Татьяны Маховской. Именно она тогда защищала ворота. Затем была заменена на Ксению Фалей. Ну и на 85-й минуте Эмуабор Прешес отквитала такой... ложка дегтя, да, в бочке меда. Все-таки в игре Зорки БДУ все-таки Эмуабор Прешес внесла, да. Отквитав один мяч, 3-1. Не удалось Виктории Крыловой насухо стоять в этом поединке. Но, тем не менее, победа вполне закономерная. Футболисток Зорки БДУ. Но, правда, в турнирной таблице ничего не меняется. Зорко БДУ по-прежнему остается на 5-й строчке. Бобруйчанка будет занимать после этого тура 6-е место. Но зато отрыв от Могилевского Днепра, который на 4-м месте, уже будет составлять 2 очка. Ну и дает свисток Павел Руденков, который извещает о том, что Зорко БДУ набирает свои 3 очка в сегодняшнем матче. Достаточно любопытном матче. Ну и мы увидели 2 просто классных мяча. Ляны Мирошниченко, ну и Дианы Бакум. Огромное спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Этот матч для вас комментировал я, Сергей Фоминский. Ну, оставайтесь на волне белорусского футбола, в частности женского футбола. Впереди нас ждет 23 числа финал мужского Кубка страны Батэй-Ислач. Ну а в понедельник, как я уже говорил, 24 числа четвертьфиналы женского Кубка страны. Любите футбол, будьте здоровы. Всего вам доброго. Пока-пока.